Хлопушки, поздравления и радостное скандирование. В Дигаре сегодня не по-осеннему тепло. Она встречает команду триумфаторов. 11 ребят общими усилиями добились главной цели. Отправились на международный турнир по футболу «Данон», который в этом году прошел в Бразилии. Попасть на турнир такого уровня было нелегко. Ребятам пришлось пройти не один этап, чтобы именно им доверили представлять Россию в Сан-Паулу. Мы выиграли республиканский турнир «Кожаный мяч». После этого уже поехали на зону России, где проходила ЮФО в Ейске. И там стали победителями то же самое. И уже от ЮФО мы поехали дальше, уже в Ростов, на финал России. И там мы стали первыми, и нам как бы дали путевку на чемпионат мира, представлять Россию на таком уровне. Россия в футболистах из Северной Осетии не ошиблась. Молодая команда школьников из Дигары обыграла Бразилию, Турцию, Марокко, Австралию и Мексику. На российском отборочном туре ребятам пророчили великое футбольное будущее. Я видел эту команду в игре, в работе, скажем так. И как сказал комментатор Гусев, вот у кого нужно поучиться сборной России игре в футбол. Среди европейских футболистов североостинская команда стала лидером. А чтобы подняться на пьедестал почета, ребятам не хватило всего одного шага. Но, как говорят сами ребята, это послужит еще одним стимулом тренироваться усерднее. Вернуться на чемпионат стоит и потому, что у юных футболистов на турнире появились новые друзья. Это было трудно, все команды были серьезные. С ними было трудно играть. Мы подружились с австралийцами и с корейцами. Научили корейцев по-нашему говорить. Кубок нации «Данон» проводится с 2000 года. К участию допускаются футболисты 10-12 лет. За это время более 20 миллионов ребят из 40 стран мира приняли участие в турнире. Северная Осетия представляет Россию впервые. К сожалению, не получилось попасть в Бразилию, но в интернете я видел, как ребята шли с флагами осетинскими и говорили «За Россию, Осетия». Знаете, вот видя такие моменты и слыша это от младшего поколения, начинаешь верить и в будущее, и в настоящее, и понимаешь, что жизнь не зря прожита. Для перспективной футбольной команды из Дигары участие на Кубке нации «Данон» – это бесценный опыт. Для каждого юного футболиста он станет первым шагом на пути к новым свершениям и победам. И, быть может, пройдет совсем немного времени, и мы увидим этих ребят в составе российской сборной. Ангела Кубалова, Артем Балатаев, Евгений Маркин, Осетия ТВ.